видео дар тамоми дунё ҳарчи бештар чӣ мешавад маъруфтар мешавад ва сабаби он мегӯянд ки ин вобастагӣ дорад, алоқамандӣ дорад ба танбалии одамҳо ва дастрасии бештар ба видео платформаҳо ба монанди YouTube ва Vimeo. Ҳама ин шароит ба он водор сохтааст ки истифодабарандагони интернет сол то сол ба истеҳсоли видео контент таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунанд. Барои чӣ? Барои мисол дар дунё сол то сол нархи интернет ҳарчи арзонтар мешавад. Дар баъзе кишварҳо, дар кишварҳои пешрафта аллакай интернети суръаташ баланд чандон қимат нест. Мисол дар Русия ширкати Йота бар ивази 500 рубл, ин баробар ба тақрибан 80 сомонӣ интернети бемаҳдуд медиҳад ва суръаташ на кам аз 5 мегабит секунд аст, ки 5 мегабит дар сония, ки он имконият медиҳад ба истифодабаранда видеоҳои ҳатто форматаш 4K-ро тамошо кард. Шумо 4K форматро шояд хуб надонед. Ин ҳам вобастагӣ дорад ба сифати интернети ки дар Тоҷикистон аст. Бисёр мутаассиф аст ки дар Тоҷикистон нархи интернет ҳамоно гарон аст ва нобаста аз гаронии нархи интернет сифати интернет ба нархи он мувофиқ нест. Интернети хеле пассифат бо нархи гарон фурӯхта мешавад. Албатта ин факторҳои худро дорад. Тоҷикистон дар дили континенти Авроосиё қарор дорад ва аз тамоми ҳамон шабакаҳои интиқолдиҳандаи интернет дур аст. Шояд ин сабаб бошад. Ва сабаби дигараш қонунгузорӣ ва сиёсати андозситонӣ ки дар Тоҷикистон муқаррар шудагиаст, ба ин ҳам вобастагӣ дорад. Бармегардем ба масъалаи видео. Чӣ хеле ки фаҳмидед, видео бисёр вобастагӣ дорад ба нархи интернет ва суръати он. Дар тамоми дар соли 2020, яъне баъд аз тақрибан зиёда аз 2 сол, аз рӯи таҳқиқоте ки ширкати Cisco гузаронидааст, тамоми аз 180% трафики интернетӣ дар дунё ба трафики видео харҷ хоҳад шуд. ҳоло трафики он тақрибан ба 68% мерасад ва ҳар моҳ пахши видео баробар мешавад ба 3 триллион дақиқа. ин як чизе аст ки тасаввур карданаш каме мушкил аст. Ба рӯзҳои ки мо сарсифарӣ мекунам, тақрибан чӣ хел гӯем, дар як ҳафта тамоми мардуми дунё вақтеро ба тамошо мекунанд ки баробар ба 50 соли умри инсонӣ баробар аст. яъне ин чизе ҳаст ки бисёр мушкил тасаввур кунанда аст. ва бисёр чизи муҳим дар ин ҷа ин аст ки 82% тамоми видео контенте ки дар интернет ҷойгир карда мешавад, дар формати HD ва Ultra HD дар он ҷой карда мешавад. яъне ки сифати видео дар интернет хеле боло меравад. ҳоло бошад дар интернет дастрасӣ ба интернет аз ҷониби истифодабарандагон ба воситаи компютерҳои шахсӣ гӯем, ПК, ноутбук, компютерҳои хонагӣ гӯем, дастрасӣ доранд бештар. ва дар соли 2020 ин нишондод ба 22% мерасад.
шумораи истифодабарандагон аз тариқи смартфону планшетҳо аз ҳозир зиёд шуда истодааст. Фарз кардем дар кишварҳои пешрафта аллакай ин нишондод ба 50% зиёдтар шудагиаст аз 50%. ин нишондоди умумии дунёӣ аст ва сол то сол фисади истифодабарандагон дастрасии интернет аз тариқи смартфон ва планшет зиёд хоҳад шуд. Барои чӣ? Барои он ки смартфон ва планшет тавре ки худатон медонед бисёр қулай аст, хоҳ дар транспорт, хоҳ дар ягон ҷои истироҳат, дар парк ё дар куҷое мунтазири чизе бошед, шумо метавонед ба воситаи он ворид шавед ва чизи дилхоҳ хоси худатонро тамошо кунед. бахши дигараш ин аст ки мо азбаски дар Тоҷикистон омори дақиқ нисбати истифодабарандагони интернет ҳоло хеле кам дорем ва ман бештар таваҷҷӯҳ кардам ба нишондодҳое ки дар Русия аст. азбаски дар Русия ҳамватанони мо хеле зиёд ҳастанд ва ҳисоби гуногун тақрибан 2 миллион нафар ҳастанд ва ман рӯй овардам ба нишондодҳое ки дар Русия аст. фарз кардем дар Русия он нишондодҳое ки ман дар боло зикр кардам, дар Русия ҳам ҳамон тенденсия дида мешавад ки истифодабарандагон аз тариқи планшет зиёд шуда истодааст ва чизи ресурсе ки ҳоло дар Русия ба даҳгонаи машҳуртарин видео чӣ мегӯям аудиторияро ба тариқи видео ҷалб мекарда ворид шудааст. ин YouTube аст, дар ҷои ҳафтум аллакай қарор гирифтагиаст ва ҳар моҳ тақрибан зиёда аз 20 миллион дақиқа дар платформаи YouTube шаҳрвандони Русия видео тамошо мекунанд ва YouTube аз ҳоло як рақобати хеле ҷиддӣ нишон дода истодааст ба иштирокчиёни бозори интернет, ширкатҳое ки бо видео контент ба аҳолӣ пешниҳод мекунанд, яъне ин шабакаи аввали Русия, канали Русия 1, СТС, НТВ, ТНТ, РЕН-ТВ. яъне YouTube аллакай эҳтимол мераҳад ки баъд аз 3-4 сол аллакай шояд ба зинаи аввал бигузарад ва ҳоло худи ҳукумати Русия ҳам ба ин дар ташвиш аст, чунки як ресурси хориҷӣ ки онҳо контрол карда наметавонанд, чӣ як бале назар ба он ресурсҳое ки зери дасти ҳукумати Русия аст, аз он машҳуртар мешавад. хулас ин буд он омори умумӣ ки оид ба видео дар интернет. дар ин ҷо мо мебинем ки аз ҳама бештар аз ҷиҳати тамошои видео дар зинаи аввал қарор мегиранд аҳолии Британияи Кабир. 77% аҳолӣ дар як рӯз кам як бор вориди YouTube ё дигар ширкати сайти интернетӣ ки видео пешниҳод мекунад ворид мешаванд. дар ин омор Русия нишондоди миёна дорад. 47% аҳолии истифодабарандагони интернет дар Русия ба видео ресурсҳо ворид мешаванд. дар сегона ба ғайр аз Британияи Кабир Австралия аст, 68%
истифода барандагон Канада 67 фоиз. ин шумораи миёнаи дақиқаҳое ҳаст ки дар як моҳ аҳолии ин даҳгона кишварҳо тамошо мекунанд. Канада дар инҷа пешсаф аст 402 дақиқа, яъне тақрибан чанд соат мешавад. Ин тақрибан 8 соат дар як моҳ онҳо видео тамошо мекунанд. Русия бошад дар ин ҷадвал ҳафтум қарор дорад ва ин нишондоди хуб аст. назар ба 2015 дар соли 2000 дар нимсолаи соли 2016 Русия тамошои видео дар Русия ба 14% зиёд шудагӣ аст. Дар бозори гӯем видео контент ҷои аввал чӣ мегӯям бесспорное место занимает YouTube, после YouTube, конечно, Facebook. Мушкил нест на Руси, тоҷики мегзарам. Потом Facebook, конечно, в России это больше популярный ВКонтакте и Одноклассники, а в нашем как бы центральноазиатском регионе большую популярность имеет Facebook. В зависимости от площадок, как бы требования загружаемого видео отличается. Допустим, максимальное разрешение в Facebook сейчас 720p, то есть это показатель разрешения видео уже среднестатистическим, сказать это HD, но не высокого качества HD. Но в социальных сетях есть ограничения на объем загружаемого видео. И в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках есть ограничения. Допустим, ВКонтакте это 5 гигабайт, то есть в один раз вы можете максимум 5 гигабайт видео загружать, в Одноклассниках 32 гигабайта, а в Фейсбуке это ограничение как бы расплывчато, то есть тут в зависимости уже от формата видео больше привязано эти критерии. Например, в нашем регионе очень популярен Facebook. В 2017 году в Фейсбуке запустили прямые трансляции. Они выявили, это отчасти было сделано для того, чтобы больше конкурировать с YouTube, потому что больше лайв выходов онлайн было в YouTube, и все пользовались в этом сегменте именно площадкой YouTube. Но Facebook очень серьезно вышел на эту площадку, и сейчас в Фейсбуке идут серьезные как бы трансляции высокого качества, и даже ведущие телеканалы мира, СМИ, они вещают именно в большей степени по Фейсбуку. Это связано с тем, что Facebook чаще всего имеет большую аудиторию, нежели YouTube, потому что как-никак это социальная сеть, и ежедневно по статистике каждый человек как минимум полчаса своего времени тратит именно в Фейсбуке. Характерно социальные сети, требования к видео в социальных сетях, в отличие от YouTube, немножко отличается. Допустим, как мы уже ранее сказали, доля пользователей интернета в сегменте смартфона и планшета увеличивается. В среднем сейчас это 50% пользователей. Поэтому для того, чтобы сделать больше комфортным просмотр видео в социальных сетях, ведущие СМИ придумали вот такой формат коротких видео в сопровождении с титрами. Это делается для чего? Для того, чтобы обычный пользователь смартфонов и планшетов, он
допустим, когда где-то сидит, ждет чего-то, он не пользуется наушниками, и для того, чтобы задержать аудиторию, удержать аудиторию, и чтобы он просмотрел видеоконтент, СМИ придумали титры. Они делают, сужают, уменьшают хронометраж видео, также максимально сжимают содержимую информацию и в виде текстов представляют для просмотра. Титры выходят и видеоряд, на видеоряде титры, допустим, проект «В настоящее время», «Радио Свободы» в этом плане, в отличие от других СМИ постсоветского пространства, очень преуспевает, у них очень большие просмотры именно вот таких видео, коротких видео в текстовом сопровождении. Допустим, я после 4 или 5 часов после того, как загрузили видео, уже 22 тысячи просмотров, там комментарии тоже очень активны, много комментариев, онлайн-трансляции, прямые эфиры, мы сказали, кроме таких миниатюрных видео, коротких видео, еще и, как мы сказали, в этом году запустили прямые эфиры в Facebook. Вот ведущие СМИ, в том числе вот, наше радио «Зоди», они выходят в прямой эфир. Оказывается, прямые эфиры привлекают аудиторию в 3 раза больше, чем простые видео. То есть во время прямых эфиров люди на 2/3 больше комментируют, ставят лайки и смотрят видео. Так как у нас некоторое время было ограничен доступ к Фейсбуку, не знаю, или опять-таки из-за дорогого интернета люди избегают прямых эфиров, потому что это тратит трафик людей. Как известно, тут интернет очень дорогой, люди хотят меньше тратить, больше получать информацию. Оказывается, для того, чтобы вещать в Фейсбуке, не все форматы удачно подходят на этой площадке. Тут есть определенные размеры, допустим, загружаемого фото или видео. Допустим, самым удачным соотношением для видео является видео с соотношением 1:1. То есть вы можете загрузить видео размером 10:80, 10:80, то есть вы сохраняете и качество своего видео, и ваше видео очень удобно сочетается с рамками в открываемой ленте пользователя. То есть это больше формат Инстаграма, больше формат социальных сетей? Да, это социальных сетей, так квадратные видео, квадратные фото. К этому адаптировались уже, по-моему, BBC и другие ведущие СМИ. Но Facebook не ограничивает в этом плане. Вы можете загружать и обычные видео, которые в формате, самый низкий формат это 3GP. AVI это тоже такой старый древний формат. FLV, GIF. Сейчас стандартным форматом в Фейсбуке является все видео, которое загружается в Facebook, оно конвертируется в MPEG 4. Это стандартный формат для того, чтобы было удобно загружать и смотреть в любых проигрывателях и, как сказать, планшетах, компьютерах.
Да, девайсах. Советы по созданию мобильного видео. Разные эксперты дают разные как бы советы, но универсальные советы, они такие, для того, чтобы ваше видео просмотрели как можно больше пользователей, вам прежде всего нужно знать, где размещать свое видео. Для этого лучше всего выбрать какие-то популярные площадки, группы, где чаще всего люди заходят и смотрят. Тематические группы, например, вы не можете загрузить видео о войне где-то на площадке, в группах матерей, о младенцах. То есть тематически ваше видео должно подходить именно к площадке, где вы размещаете. Но если вы очень известная личность в Фейсбуке, вы непосредственно с вашего канала, с вашей ленты тоже будут много просмотров. То есть первый совет в плане создания видео для социальных сетей: захватите внимание зрителя с самых первых секунд. То есть видео должно быть очень интересным с самых первых минут. Не затягивайте как бы интересную часть очень долго и не оставляйте в конце. Нужно быстро предложить, показать пользователю, чтобы он остался и досмотрел ваше видео до конца. И плюс требования к видео в социальных сетях — это, конечно же, хронометраж. Обычно люди смотрят чаще всего видео не продолжительностью не более 15 секунд. Это для Фейсбука. То есть, если вы хотите сделать какое-то информативное видео, ну, оптимальный вариант — это 15 секунд, потому что люди торопятся, время летит, они хотят быстрее что-то узнать и дальше прокрутить вашу ленту. Так, следующее. Есть две площадки, самые популярные в мире, где больше всего видеоконтента. Это Vimeo и YouTube. Некоторые говорят, что эти две площадки, они конкуренты, но в этом плане, вот смотрите, какие они конкуренты. Vimeo, там средняя аудитория 250 миллионов, а в YouTube 1,5 миллиарда. Vimeo считается больше площадкой для профессионалов, куда заливают кинематографисты, аниматоры, дизайнеры, где размещаются более такие серьезные видео, нежели повседневные какие-то видеоблоги. А в YouTube это больше так, социальная площадка, где люди размещают видео о своей повседневной жизни, что-то они готовят, рассказывают о своей семье или о ребенке. То есть это больше приближено к обычной аудитории, нежели к профессионалам. Опять-таки в плане YouTube, так как у нас дорогой интернет и не очень популярны просмотры в видеоплощадках, я стал анализировать в первую очередь российские YouTube каналы. Допустим, у нас тема науки не так популярна, но в России своеобразная аудитория. Допустим, есть канал «Постнаука», там почти 200 тысяч подписчиков. Больше всего, как бы, конечно же, в рейтинге популярности первую строчку занимают музыкальные каналы, потом идут какие-то комедийные каналы, в третьей строчке идет технологии. Вот у этого парня, Вилса, почти более 4,5 миллионов
подписчиков. У него уже общие просмотры видео почти равняются к триллиону, да, без 100 триллион. И он в основном занимается именно своим YouTube-каналом и зарабатывает неплохие деньги. Постнаука — это тоже популярный канал, запущенный в 2011 году, специфическая аудитория. Тут просмотры у них, хотя и не такие огромные, как у Вилса, но подписчиков у них достаточно, 190 тысяч. Новый проект, тут написано в 2014 запустили, но по факту они начали активно работать с прошлого года. Очень популярные в среде, как их называют, сообщества, молодежи. Юрий Дудь, интервьюер, он в основном берет интервью у людей, которые не могут выступать в официальных каналах федеральных. То есть он нашел такую нишу, где преуспел и обсуждает злободневные темы. Вот. У него тоже просмотров очень серьезный, почти 200 миллионов общий просмотр. И, обратите внимание, более 2 миллионов подписчиков. Кроме... Такой будет, в тюрьму попадет. Ну, так как в Таджикистане, я сказал, видео-контент не так популярен, поэтому мы больше обращаем внимание на российские. Вот ислам, религиозная как бы составляющая, тут тоже интересно, много подписчиков. Теперь по таджикскому сегменту как бы Ютуба мы не отличаемся от общемировых как бы предпочтений аудитории. Теперь на самый популярный YouTube канал это вот Тамошоу, около 250 тысяч подписчиков и почти 230 миллионов просмотров. В информационном, как бы, самый популярный информационный YouTube канал это, конечно же, Узуди. Они недавно получили, по-моему, серебряную такую, да, за YouTube значок Ютуба. Вот. И вот официальный Шабакай Авал в Ютубе, у них 4 миллиона просмотров. Но почему-то они скрыли своих подписчиков, количество подписчиков. И тут видно, что подход к... Нет, я бы не сказал 5 человек. У них в зависимости от тематики очень приличные как бы, просмотры. Это показатели YouTube канала, таджикского YouTube канала. Как вы видите, среднее время просмотра YouTube канала, таджикского YouTube канала, это 2 минуты 18 секунд, больше 2 минут. Ну, это тоже нужно сказать, что показатель среднестатистический, мировая. И, как вы обратили внимание, там большинство, например, BBC, они ориентируются именно на вот этот показатель в плане создания своих новостных видеосюжетов. То есть они очень четко как бы, выполняют критерии по статистике просмотра. То есть 2 минуты человек заходит и может посмотреть, а больше не может терпеть. Вот. Так, источники трафика. То есть, как мы сказали, в YouTube смотрят или со своего ноутбука или планшета, но YouTube канал, который мы анализируем, источники трафика, в основном тут идет не с какого-то веб-сайта стороннего, а непосредственно аудитория заходит на сам YouTube канал. То есть аудитория знает, что в YouTube есть такой канал, и ищут, и заходят, смотрят именно то, что им нравится.
устройств. Это средний по миру, да? Это не средний, это именно YouTube канал, который таджикский YouTube канал, который смотрят наши сограждане. Сейчас мы Это смотрели? нет. Вот трафик, мы сказали, с каких гаджетов смотрят. Тут, оказывается, тоже мы не сильно отличаемся от общемировых показателей. Мобильный телефон, планшетный ПК, компьютер. То есть 80, почти 90% просмотров идут именно с мобильных телефонов. Это, знаете, это объясняется потому что YouTube, таджикский YouTube канал чаще всего смотрят из России. Мигранты. А у мигрантов что? Смартфон, они больше имеют смартфон, нежели ПК или планшет. Вот. Это гендерные показатели. Больше всего аудитории 25-35 лет, мужчины преобладают в плане как бы аудитории, да, просмотров. Там соотношение, по-моему, идет 94 на... Нет, 84 на 16. Стоит ли создавать различные версии одного и того же контента под различные платформы? Да. Например, это Шабака и Авал. Как мы посмотрели на их канал, не сильно утруждают себя в плане оформления и своего канала. Вот, но у них неплохие просмотры. Допустим, Мурофия и Манзил, это больше криминальные какие-то новости. Ахбори ВКД, Сипар, если вы видите, из первой десятки почти 6 роликов занимают программы МВД. То есть аудитория больше интересуется именно криминальными новостями, потому что и хронометраж по сравнению, допустим, с Ахбором меньше. Вот Ахбор, мы сказали, что неинтересный канал, но нет, Ахбор, допустим, самый популярный, 192 тысячи просмотров. Если тут, если создатели канала работали бы и делали бы специально видео под YouTube канал, то их просмотры бы увеличились многократно. Как мы сказали, среднее статистическое время просмотра 2 минуты. А у них больше, в среднем больше 15-18 минут. Мавджиозод, YouTube канал Мавджиозод, это, знаете, такой региональный телеканал. Вот у них тоже близко к среднестатистическим просмотрам. У них среднее время это 3 минуты, 3-4 минуты, и у них нормальные просмотры. Вот BBC, как мы сказали, они очень чутко отходят к статистике. Вот у них средний как бы сюжет в среднем длится 2 минуты 30 секунд, и такие ролики набирают очень много просмотров. В плане адаптации видео, длинных видео, продолжительных видео под YouTube. Вот мы говорили о YouTube канале Юрия Дудя, скажем, среди хипстеров и очень популярный интервьюер. Вот он адаптировал продолжительные интервью под YouTube. Каким образом? Вот. Они придумали такой способ, есть в YouTube инструмент, как ставить метки, активные метки в больших видеоматериалах. Вот они ставят метки и указывают вопросы и темы, о которых интервьюер рассказывал
в тех или иных местах. Допустим, Шевчук первый блогер России, документалка из Чечни, как это было. То есть, если обычный пользователь не хочет тратить время почти полтора часа на просмотр интервью, он может просто зайти и посмотреть интересные темы, которые ему интересны, нажимает и смотрит с того места, где человек рассказывает о этой теме. Так, могут ли пользователи содействовать генерации видеоконтента для медиа? Ну, есть такой интересный человек в медийной сфере в России, это Арам Габрилянов, хозяин скандально популярного телеканала Life News, хотя они популярны в негативном свете, больше имеют в своем контенте такие желтые материалы, но они очень успешны именно в интернете. Летом этого года Габрилянов решил уйти со спутника и с частных ТВ, с частных российских кабельных ТВ-каналов, потому что, оказывается, просмотры, есть такая тенденция, просмотры на аудитория, телевидение теряет аудиторию, и больше аудитории собирается именно в интернете. Человек решил не тратить ресурсы на вещание в обычных ТВ-сетях и полностью ушел в интернет. Его команда создала такой канал, очень успешный, Мэш, телеграм-канал. За, не знаю, там примерно полгода у них подписчиков уже больше 800 тысяч. Это самый такой популярный телеграм-канал. Они тоже делают видео, короткие видео, адаптированные именно под социальные сети, видео с титрами. Контент, как мы сказали, содействует генерации видеоконтента для медиа. Вот сейчас новый Life News, они сократили серьезно штат и в основном делают материалы именно с каких-то страниц известных людей, берут их видео, делают материалы, и у них они заняли такую специфическую нишу, которую до этого никто не занимал. То есть они очень успешны. Насколько реально заработать на видео? Времени осталось очень мало сейчас. Вот есть группа людей, которые сейчас зарабатывают в основном на своих влогах, это видеоблоги. Допустим, есть такой украинский доктор Комаровский, очень популярный канал, рассказывает об уходе за ребенком, рассказывает, как в основном на медицинскую тематику. Да, вот у него очень большие просмотры, очень популярный, и удивительно то, что его в основном смотрят российские пользователи, хотя он с украинским сегментом. Вот в среднем человек зарабатывает, у него группа, продакшн группа, и они делают несколько человек, именно видеоматериалы для YouTube, и они зарабатывают очень приличные деньги, допустим, в месяц могут заработать от 600 до 10 тысяч евро.
То есть в зависимости от рекламы, вот такой разброс. Очень популярный YouTube-блогер, мальчик рассказывает об игрушках. Рустам Булов мне скинул о нем. Но есть это в англоязычном сегменте, но есть в русскоязычном сегменте. Девочка, ее снимают в основном родители, ее родители, она рассказывает об игрушках, играет, то есть какие-то производители или дистрибьюторы дают им игрушку, предоставляют игрушку или мебель для детей, они рассказывают, двойной как бы источник, с самого заказчика они зарабатывают деньги, плюс в YouTube. Что рекламируется в интернете? Ну, вот такая статистика, в основном, в первую очередь, продукты питания, вот топ-10. Все, что ли? Ну, уже 10 минут назад было все. Да, максимум, что вы смогли рассказать. Ну, просто тема достаточно интересная, особенно и обширная. Как заработать. Тот же самый Раян, индийский мальчик, в прошлом году заработал $12 миллионов. В принципе, достаточно прибыльное дело, просто сидеть и создавать видео для YouTube. Да. Можете, в принципе, бросить свою работу, редакции закрыть, пойти сделать видео, начать делать видео. Бросить работу, ну, сейчас не вариант, потому что очень сильная конкуренция уже в YouTube именно в сегменте видеоблогов, потому что как таковой в YouTube нету рекламы с Центральной Азии, по-моему. Есть реклама из России. Как я сказал выше, там основной просмотр в таджикском YouTube канале это идет из России. То есть, если вы создадите какой-нибудь YouTube канал и у вас будет в среднем по 100 тысяч просмотров в неделю, то можно заработать на этом.